Ильич Кельчичаковтың 90 шазы толшатхан байрамнық ерге ұлық алғызып шетіршеміз, педи толтырышы ұсқын үшін. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие гости. Мы начинаем юбилейный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения актера, драматурга, поэта, народного сказителя, великого сына хакасского народа Михаила Еремеевича Кельчичакова. Ходить в щедр, айрын жоқ бірде керек постолбинжа. И по хакасскому обычаю мы преподносим нашим дорогим гостям из Москвы, дочери Елене Михайловне, внук прилетел Михаил Кельчичаков и зять Автандил Киркитадзе. Пожалуйста, от чистого сердца испейте айран. Мы благодарим вас, что вы, отложив все дела, прилетели к нам и украсите наш вечер. Я думаю, что Михаил Еремеевич был бы очень рад и рад этому. И слово для торжественного открытия вечера предоставляется министру культуры Республики Хакасия Светлане Анатольевне Окольниковой. Светлана Анатольевна, просим вас пройти на сцену и открыть этот вечер. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые родственники Михаила Еремеевича. Год 90-летия замечательного, горячо любимого в народе хакасского писателя, 60-летие писательской организации нашей республики, которой много лет руководил Михаил Еремеевич, правительство Республики Хакасия объявило этот год годом Михаила Еремеевича Кельчичакова. В рамках мероприятия года Кельчичакова в целях поддержки писателей нашей республики открыто первое в Хакасии, первое в культуре и пока еще единственное автономное учреждение культуры Дом литераторов Хакасии. Открыты мемориальные доски писателям Хакасии Чепакову, Югдужекову, Верхоскизе. В рамках тюркской письменности и культуры целый месяц проходили мероприятия, посвященные популяризации хакасского языка и хакасской литературы. Вообще сделано много. Но самое главное, мы все понимаем, что самое главное нам с вами предстоит сделать, объединив всеобщие усилия в деле пропаганды и, наверное, увековечения памяти великого писателя Хакасии Михаила Еремеевича Кельчичакова. Это издание полного собрания сочинений Михаила Еремеевича и открытие мемориального дома-музея. Я думаю, что в ближайшие годы мы с вами вместе должны это сделать. И у нас все получится. Ну а сегодня самое главное мероприятие года, вот этот памятный вечер, это, наверное, лишняя возможность, хорошая возможность встретиться всем заинтересованным лицам, людям, всем, кто любит, знал, дорожить памятью Михаила Еремеевича, вспомнить о его творчестве, вспомнить вообще о личности выдающегося сына хакасского народа, которым мы все гордимся, Михаила Еремеевича Кельчичакова. И вот сейчас буквально Анатолий Егорович Султреков, входя в этот зал, показал мне новое издание, новую книгу. Я очень рада, потому что это самый главный подарок в сегодняшний день. Это вот книга, изданная Анатолием Султрековым Микайло, посвященная творчеству, жизни Михаила Еремеевича Кельчичакова. Это подарок для нас всех, для библиотек Хакасии, для читателей Хакасии, для родственников Михаила Еремеевича. Спасибо большое, Анатолий Георгиевич, Вера Варлановна Чизываева, спасибо вам огромное. Подарок действительно очень дорогой.
Спасибо. Хадипстың шымды жоқтыпшалар. Улуғлар асы бізге улы үліс болар. Аныңар мен сынызар қығыршам заместителя председателя Совета старейшин народов хакасского народа Алексея Федоровича Трошкина. Пожалуйста. Михаил Еремеевичтің туғандарына, таныстарына, қызына ұлы алғыс жеткіземін. Михаил Еремеевичтің біз көп жылдар таныспыз. Ол қажан Ақмаңдағы Учительский институты бірінші тұтқанда 48 жылда тосқан. Мен тосқан ол институты 49 жылда. Андан мен білсе Михаил Еремеевичті студент болғанын, ол тұста біз ұда тоғашыңыз, шейттер қынық исеңіз, олардың шашылардың шоқтарын қайтылар шаласқандар. Қажында, қайтыда қығырық болса, Михаил Еремеевич келжем тоғазыға шейіттерді. Уважаемые земляки, гости, родственники Михаила Еремеевича. Я знаком с Михаилом Еремеевичем с 1900, как студент 1948 года. Он кончил институт учительский в 1948, я в 1949 году. Михаил Еремеевич, мы часто встречались, когда я работал в Аскизе в райкоме партии в течение почти 10 лет. Он приезжал в Аскизский район. У него было величайшее желание встретиться с простыми людьми. Каждый приезд он просил организовать встречи с шибанами, доярками, механизаторами, рабочими промышленных предприятий. И с величайшим удовольствием разговаривал, узнавал многое. И, наверное, он черпал для своих литературных героев при встречах таких. Михаил Еремеевич, мы часто встречались как члены Хакасского обкома партии, как депутаты областного совета народных депутатов, потому что он неоднократно избирался на эти высокие посты как руководитель Хакасской писательской организации. Его заслуги велики и неоценимы. Поэтому можно какой сделать вывод? Он был очень скромным, очень выдержанным человеком, человеком высокой внутренней культуры, принципиальный, когда речь шла об интересах простых людей. Я благодарен судьбе, что был с ним знаком, и долгие годы мы не теряли связи по работе. Поэтому, учитывая его великие заслуги в организации, укреплении, роста Хакасской писательской организации, я предлагаю правительству, Министерству культуры подумать о присвоении звания и Михаила Еремеевича
Хакасской писательской организации. Второе. Я, будучи руководителем ветеранской организации, выносил предложение руководству Аскильского района и правительству Республики Хакасия об организацию усадьбы Михаила Еремеевича Кельчичакова на его родине. Это было бы великим вкладом в организации экскурсии на родину нашего уважаемого, талантливого писателя Михаила Еремеевича. Через эту усадьбу мы бы могли нашим гостям рассказать, гостям показать величие красоты нашей Республики Хакасия. Спасибо. Спасибо. Слово председателю Союза писателей Республики Хакасия Илья Прокопьевич Топоев. Мензинам, да горщим. Анатолий Егорович, ертеңер хаты екі хостан таврақ жүгірдір. Здравствуйте, дорогие гости. Я всегда заветил, кто умеет красиво и долго говорить. Я не умею еще, я еще учусь. Потому что я руководителем писательской организации стал недавно, с февраля месяца. А Михаил Еремеевич Кельчичаков, он руководил более 30 лет в общем. И он, главное, он умел красиво, с хакасским акцентом говорить, и можно было его долго-долго слушать. Но нынче, благодаря, что объявили годом Кельчичакова, мы провели много мероприятий, об этом Светлана Анатольевна здесь сказала. И здесь и было 60-летие Союза писателей, и АЙТИС, посвященный юбилею Михаила Ильича Кельчичакова. Здесь спонсорами как бы выступили род Кельчичаковых, так неплохо провели. И я там был как бы председателем жюри, как когда-то Михаил Ильич Кельчичаков. Ну, я думаю, и вот нынче же открыли, как бы благодаря, может, и Дом литераторов Хакасии, но это не от хорошей жизни, чтобы нам как-то государство могло помогать. И поэтому, я думаю, Союз писателей не умрет, он еще будет жить и жить благодаря нам. И Дома Союза писателей здесь предлагали, что присвоить имени Михаила Ильича Кельчичакова Союза писателей. Но я думаю, лучше присвоить Дома литераторов Хакасии имени Кельчичакова, я думаю, лучше будет. Ну, спасибо. Изенер арлық маңчылар, чалах ернам черсукчыларовс. Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер, уважаемые земляки. Сегодня мы отмечаем юбилей действительно великого сына хакасского народа Михаила Еремеевича Кельчичакова. Вот мы с Ильей Прокопьевичем и многие другие, присутствующие здесь, члены Союза писателей, являемся как бы учениками, продолжателями замыслов, идей Михаила Еремеевича Кельчичакова. Он был не только учителем в художественной литературе, но и наставником по жизни. В трудные минуты мы всегда с ним советовались, просили помощи. И наше поколение 70-х годов, я посчитал где-то человек 14-13, которые были учениками Михаила Еремеевича, стали членами Союза писателей. И недавно пришло радостное событие из Турции, что ученики Михаила Еремеевича Кельчичакова, то есть мы. В Турции издается книга наших произведений, и все там знают, что дело нашего наставника, нашего учителя
продолжается. Я думал, уже регламент, хотел убегать. Я хочу выразить огромную благодарность нашему правительству, нашему Министерству культуры, лично Светлане Анатольевне, за ту помощь, которую они оказали в издании моего скромного труда, так скажем. Микайло, вы все знаете, это хакасское имя Михаила Еремеевича. Его земляки называли Микайло. И вот мне было очень радостно, когда встречались в Москве, я там учился, он приезжал в Переделкино, в Союз писателей России, Советского Союза. Его близкие друзья Петр Градов, Пантетий Шукреев и другие известные писатели называли его по-хакасски Микайло. И он очень-очень радовался этому. Ну, и все. Спасибо вам. Спасибо вам. И позвольте зачитать телеграмму от Союза писателей России, правительству Республики Хакасия, писателям Республики Хакасия. Дорогие друзья, в торжественный день, когда общественность Республики Хакасия отмечает 90-летие со дня рождения выдающегося хакасского поэта, драматурга Михаила Еремеевича Кирчичакова, примите сердечные поздравления писателей многонациональной России. Михаил Еремеевич занял достойное место в общероссийской литературе в содружестве ярких имен, демонстрирующих миру высокий взлет литературы страны Советов. Воин Великой Отечественной, во имя победы над фашизмом, проливший свою кровь, он через всю жизнь пронес оптимизм, веру в торжество добра, напитав этим свое творчество, воплотив все лучшие черты родного народа. Поэтому и стало его творчество близким и дорогим читателям разных народов, разного возраста, проживающих на широких просторах нашего Отечества. И долго-долго будет служить родному народу, ибо заложена в нем страстная любовь к человеку, великая вера в его неиссякаемые силы, светлая надежда на его будущее. От всей души желаем вам, дорогие друзья и коллеги, доброго здоровья, сил, вдохновения, новых успехов в благородном деле служения родному народу. Ганичев. Ну и, конечно, как же без братьев наших? Казахстан. Министерству культуры Хакасии, Дом литераторов Хакасии. Союз писателей Казахстана поздравляет писателей, общественность, всех деятелей культуры Хакасии с 90-летием известного хакасского драматурга, поэта, народного певца, сказителя Михаила Еремеевича Кирчичакова. Нурлан Оразалин, председатель правления Союза писателей Казахстана. Вы знаете, нам выпала честь и такая ответственность. Потому что я думаю, что о Михаила Еремеевича Кирчичакове можно говорить долгие-долгие ночи и дни, как наши сказители рассказывали, говорили хакасское героическое сказание. И поэтому мы вместе с его ученицей Викторией Алексеевной Карамашевой попытаемся сегодня, чтобы вы прикоснулись, рассказать о нем, чтобы вы прикоснулись к такому источнику добра, любви к человеку, что хочется после этого, я просто от себя говорю, что и Елена Михайловна привезла книгу, я бы хотел, вот он источник от всех наших невзгод, от всех депрессий, от того, что мы чувствуем себя одинокими. Прочитав эту книгу и прикоснувшись к творчеству Михаила Еремеевича, хочется творить. А теперь, если актеры готовы, они молчат уже,
мы начинаем творческий вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Михаила Еремеевича Кирчичакова. Менің тұртазымда қара кішілдіңзілары, бақпақтар, қайдар, шапқан үні, қоңыс үні, бірай меніңдегі қанымның армысы барды. Мен бозым қара кішілдіңзілары, тақпақшылар, қайжылар арасында жүрген бесімін. Менімдегі ешімін ата жүрен болмасы, соян марғаяқып сабылы қайшы болған. Шатқан сақ қайлы жан. Бабам десе менің қоңыз сапшан, қоңызды қақшан дейді. Қоңыз қақшан, нымақшан десе болған. Ешен қоңыз оқақшан десе болған. Қос-қостайсан, қос-қоста отырса, тақпақтар тарынығылар, қоңызын қайтеді қарындастарын тақса кер, өскен дөреншерлерін сақса кер, бұзығып отырса болған. Анағы менің басқан книгаларымда пьесаларда бассам, сарындарда бассам, олар тоз ашып тастама болған немелер.
жатқаным тоғызын көгінен көгілізен. Төрімір шей туыз, тақпақ қайны ұзыртсен. Үскін дөрен серінде анжа көп тақпақшыны қанжапсының төсінде мен бірден жеріне қайтында орта болған. Арықтығыр ебіз айдері керек тақпақшы өнінде андыдығы ипсілер қайда сағынжылар. Услышав первый раз мою игру на Чадхане, вспоминает Михаил Еремеевич, мать сказала: «О, сынок, играй, играй. Ты хорошо играешь, похоже, играешь, как на своего дядю, Саяна. Тебе продолжать путь». И вот в 1936 году Хакасский национальный театр приезжает на гастроли в Верхнюю Тёю.
В то время шел набор в театральную студию, которую открыли в 1937 году. И, конечно же, Екатерина Павловна Начинова, Алексей Анатольевич Шурышев, Николай Иванович Коков, несомненно, сразу же обратили внимание на красавца-юношу, который так отплясывал чечетку и так хорошо пел. Они сразу сказали, он артист. И вот в 1936 году Михаил Еремеевич, взяв котомку с едой и с 8 рублями в кармане, пошел буквально пешком в Абакан. Придя в Абакан, он поступает в театральную студию при Хакасском национальном театре и становится актером. Вы знаете, мне как-то немного обидно, когда говорят поэт, драматург, народный сказитель. Первый диплом в 1939 году. Он в Национальном театре получил диплом актера. В 1937 году, я еще раз повторюсь, театр был реорганизован в театр-студию. И он получил диплом актера наравне с Екатериной Павловной Начиновой, Алексеем Анатольевичем Шурышевым, Семеном Колчинаевым и многими другими. И первая его роль была роль Тишки в спектакле Александра Островского «Свои люди, сочтемся». И его еще потом долго-долго называли Тишкой. Так он был легок, так он любил выходить на сцену, а когда он танцевал и пел, все, конечно, зрители любили его и всегда с воодушевлением встречали выступлением молодого артиста. И вот так вот, наверное, долго бы продолжалось. Но потом жизнь, конечно, стала меняться. Я приглашаю вот сегодня Владимир Герасимович Чаптыков присутствует в зале и хочет сказать несколько слов о Михаиле Еремеевиче Чичакове, потому что они действительно вместе объездили всю Хакасию и не только Хакасию. Пожалуйста, Владимир Герасимович, мы очень рады, что вы откликнулись на наше приглашение. Изенler Христар, Изенler Арлых Туганнар, Прайширемнен, Алхстапшам Сыравне, Пюнги, Улух Пайрамнан. Примерно так, а может быть и так, всегда выступал Михаил Еремеевич Чичаков, где бы он ни был. Будь то на местечковом уровне, будь в далеких Аллах, будь то на территории Советского Союза, будь полпредом далеко за рубежом, везде и всюду, Михаил Еремеевич был символом хакасской культуры, символом хакасского характера, красоты родной хакасской земли. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, юность ушедшая тоже бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали. Огромнейший, который внес в нашу культуру. Спасибо тебе, что твое имя сегодня, по прошествии многих лет, собрали в этом зале людей так искренне, так сказать, любящих свою культуру, свой народ. Я думаю, что пройдут года, как говорится, пройдут века. Имя Михаила Еремеевича всегда останется
или вписано будет, так сказать, золотыми буквами в истории этой родной земли, в истории народа Хакасии. Я вижу снова вихри непогод. Земля изрыта язвами ворон. Исходит кровью 41-й год, как раненый волками жеребенок. Я был тогда безусым, но успел я сквозь дым атак пройти уже не раз, когда... Амсарлық жатқан кісілердің арасында Нина Едемешева, Хакас көгілер дақпақтар толы жақсыдар мүлді. Михаил Еремеевич Чичаков жадым айдан шыққанда бозым жиырміне жонның ар биди сақтыр. Show.
Михаил Ремесович шақырғанда, ырғасқанда, тақпақтасқанда, ол маған ырғап жүрген. Аның сарымен стрелге, шумға стрелге жетіспе деп. Шәдер ме? Был награжден медалями за отвагу. Александра Пахмутова «Как молоды мы были» посвящается Тамаре Николаевне. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я-то только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды
как верили в себя, в небесах отплывали зорницы, а в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные сердца. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Как вы уже слышали, Тамара Николаевна, она была замечательная мама. Она была верной спутницей жизни Михаила Еремеевича, но она также была замечательной мамой. И следующая песня, песня моего друга Игоря Баргаякова «Письмо маме».
Şayrışıtse minaylanan Arlı benim Жежегин hazırlaşır Balansini bazendirmez bu şollara Hayran diyeceğim benim içim Sinhon zinma Günler irse şayrışıtse Жежегин hazırlaşır Balansini bazendirmez bu şollara Bu şollara Bu şollara Литературного института выходит его первая пьеса «Всходы». Последний раз пьесу поставила Эльза Михайловна Кокова в 1969 году. И, конечно, впереди еще много времени. Я думаю, что Хакасский театр обязательно вернется к этой пьесе. Удивительная пьеса, удивительные песни Георгия Челбаракова. Отрывок из спектакля «Хулгалар. Всходы». А
Айту, жазын түсем. Жазын түсқол. Деге директор ақтыңды жазын түсін. Мен сені анда тапам. Паранда, антысамыз. Сештен маға паралмын. Парбас болсам, сені мұндан пост бұстым. Қарағай продюсерсің? Қажыр қарағай продюсер. Қажы нағын сұлдар, нандыры ақсықса. Қажын ағын сұғыларынан тұры ағыр. Қажы қарағай продюс барда. Ана қажын қарағай продюс бары. Кертін мен жазың ба? Бары жүргін де сұры бол. Жүрмі? Даяқ, сен но неме чезім? Авторынан оға талап жазым. Анам, ежем мейнек сөкілер. Мейнек сөкілер. Ежем нанок келе. По мейні ақшам. Şu oktoplar bozulmana bas çok olasın. Zirka, meyni kolumdan boz bas. Meyni akşa şu tutup sağınmasınlar. Akşamı zirka ziyineli sağışa. Nime demiştim? Men bozmalınca. Bozmalınca. Kurum kurşap bir. Nene akşam ağzını sıkın, oğdurşağım. Poluk da bak. Tecin ağrıqtaq. Qartın görünmesin. Buğa git akşam. Anam teyde şoqtu qadırmasın. Men közüdüm sağa. Teyde. Kuvat. Sen bazoq ırlap жазылма хуғат. Ақсын оды сақтырбанды іштен мен жазылма хуғат. Sen мында білен тамақты тұғынып, бортық шілесейін бір шәзім. Немеш симір әрбір, сөк сақан көп симір болғыз. Сөк сақты өзірмін мен заға. Ол да құдай болса берсе, бермезе бермейінше. Менің аты астамақ шоу.
Mağa kızı yemesi gerek yok. Dedi ortasın, yemesin. He? Adı ettim sur. Sen benim balımın adını kararına çırpırsan, hele mi bir şey? Güzel, taktırarsın. Hele hele. Haragay böyle hasen düzer. Seni şiddet düzer. Hanım, ne diyeceğim? Hızırka, haragay böyle tutmazsa, mağa bararan diyor. Tahtay! O kızarmışsın bizi. Oğlum hatta direkt sağ ol size. Başka kızlarla hanımeyeceğim. Hanımeyeceğim burada. Doğru etmeyeceğim, doğru mu? Haydi kısalırızımda. Haragay kuru çüstölete. Anladı. Allah'ımız. Allah'ımız. Allah'ımız hocam. Allah'ımız. Handakta. Buraya gel. Ağzımdan bakayım. Ya. Hanım bu çocuklar seni de sürtürken. Canım olamaz. Ya. Sök.
Топпа. Изен минді. Изен синді. Минді. Изен синді. Изен синді. Жан. Ырлабызда. Сен уға шақсыр лидерсің. Анамындағы қыздар бірдерлі қолбейді алады. Қызыр қала көп немес біше. Анам саға ырлабан сарымны басы кемге үрдердің балам. Қиғачы қылғағымса. Барсан. Алты шасты тазыным алы болғым менің бар. Шетті шасты тазыным шеркен олағым менің бар. Алты аймақты көрәбіз, ақтың құсты табарбыз. Шетон аймақты еверіп, шеркен құсты аларбыз. Сіздердің жақсыста барсыз. Қызыр қана алармыз. Жоқ, сіздердің жақсылар бар. Мені я. Соға сарнерға көптіп барған дейділер. Жесіне көптеген басы кемге дейдер. Қабырға шерді шорттарға, атыздыға ат керек. Қыздардан ішерерге, күйді сағызды ол керек. Балам, неме үрзағышам? Амоқ алалтыры аймақты көріп, алқыста балам. Мұнда бар? Шитон аймақты ебіріп, инжеркен қыста балам. Бар көркөреңдер. Бар көркөрең? Тігі болуында, келсе шақтыр сұстықша. Қайды? Қанды бар? Күтіре басында, Шабырақ. Қандар бар? Артық. Ырлыжын қысшоғыл түшедір. Исті балалар қыз еркіні. Қазиным, андар шөршісті бә. Бұл неме сарынды Михаил Еремеевич шөршетсі бедейші онарызды шөршетсі клара. Қызы ешкенді сарына бізсің. Отам сөйлесі құлап беремін. Алтын жүздігім менің ағалым айланып келмес хайрым олмадым азыр қанатым
Еще бір сағынлеге жараттылар. Сағынып сен. Мынсы Валентина Шулбаевне, но по ирге уходите жарық баршы. Шыларда бірақ айлаша, күміс қыраны сағылша, жүрегімнен сыртлапшы, демедім менің ұрапшы, көгілме не только творческой молодежи, творческих коллективов, он был духовным лидером всего хакасского народа. Я хочу сказать, что в нем народная мудрость так сохранилась, что можно было черпать из него, вот как из родника. Если как-то тебе тяжело, если ты что-то не знаешь, ты бежишь к Михаилу Еремеевичу. Особенно я хочу вспомнить двух наших великих алыпов, героев, так скажем, может быть, Кадышева, Семена Прокопьевича и Кельчакова. Это была особенная их дружба, особенная. Он к нему так относился, как к старшему брату, возможно, даже к отцу, потому что Семен Прокопьевич старше был. Вот эта любовь с детства к Четхаме, героическим сказаниям у Михаила Еремеевича осталась в душе на всю жизнь. Если вспомнить его дядя Соен Баргаяков, про которого он на каждой встрече где-нибудь рассказывал. Я все из уст это слышала, потому что мы, начиная с этой сцены, кончая Якутией, Киргизией, ну, много я не буду отвлекать, потому что ведущий вам скажет. Я просто хочу сказать, что он был человек очень неравнодушный к чужим бедам. Маленького, простого человека, или же таких, как, допустим, индеец Леонард Пельтьер, которого посадили в тюрьму, и вот
здесь у нас организовывались защиты его, и Михаил Еремеевич у американского посольства в Москве организовывал пикет, да. И я помню, что мы в том старом театре пели песни в помощь. Землетрясение в Армении было. Тоже принимали. Но про Михаила Еремеевича, вы знаете, я вчера в эскизе так выговорилась, что я могу продолжить и сегодня, но я думаю, что надо место дать другим. Я уже выговорилась. Спасибо большое, Михаил Еремеевич, что он у нас был. В 1953 году появляется в печати музыкальная комедия «Медвежий бог». Она была переведена на многие языки народов Советского Союза. Входила в репертуар 160 театров нашей страны и шла за рубежом, в Японию. После окончания литературного института Михаил Ильич вернулся с молодой женой в родную Хакасию. И с 1953 года до 1999 года он становится почти бессменным руководителем Хакасского отделения Союза писателей. Он совмещает свою многогранную работу с общественной деятельностью, является организатором, участником съездов Хайджи, региональных семинаров молодых писателей, а в 1978 году организовал в Абакане Всероссийское совещание писателей, где с докладом выступали такие знаменитые наши писатели Владимир Сангиев, Юрий Редхел и другие. И спектакль, из которого вы услышите сейчас песни, Абалахол, «Медвежий лог». Да, я зашла в Москве в театр Сатира, смотрю, висит афиша. Абалахол, «Медвежий лог», Михаил Кельчичаков. Знаете, как приятно. В середине 70-х годов мы были молодые, играли там. И вот в 2003 году, вот с помощью Елены Михайловны мы снова поставили этот спектакль. Режиссер спектакля был Михаил Топоев. Давайте послушаем Михаила Еремеевича. Абалахолда, анта Еразант. Менің неме бар басқық кісі, аның бірі сарының. Ол сәкемге аны орта жолча қайтетіндегі Asabızlarla gerek. Şarım sana
филармонияны лазылдың болдым. Ол үйреністің Михаил Еремеевич сары тақпықтыр сарнергі үгіренергі жүргім. Мегін әлідің қарсы жаңыл. Ол қынысының үйренісінің ол тоғазыларда сағызымға киршім. Хайдық, тадылық, шоқтық кізі болған Михаил Еремеевич. Бірсінде мен андар келгім, амтығыра отыр салдым. Мен зер мақтықлы көрші. Үр көрген. Сақчым, сырайым дарысы біренім бұл барды мен. Піде отырсалшым. Аның үр бір полбанды нағымзары қолын бітейді бағып түші. Лёта, асин Пусаханың румяныларды көбарық сақсақтырзың. Ху, сақчым, амкерік румянады бұқтырнызы. Бітеш оқтанған болған. Сен тақпақтырды шақсиді сарнергі қытшатсың. Уқатың қыңынын маларға керіксің. Ол сөздер амға жетірі менің жүремді. Мен сені кіші жатқаны хитверім. Алар же ойының жүріпістен. Но үр болбанды Михаил Еремеевич барысың. Анаңарды пістің ұлықсақыстыр. Пісі оларды жоқтала қалқы салғапс. Олық алғызымды пістің олық олға қақас жүріпістің жетіршем Михаил Еремеевичға. Михаил Еремеевич неоднократно в составе группы советских писателей выезжал за границу. Был он в Швейцарии, в Италии, в Турции, в Испании. Ну, про то, что как он ездил в Испанию, вот я слышала сама в 76-й аудитории у нас как раз была репетиция, он пришел с плакатом, такой вдохновленный, и рассказывал, как он там танцевал. Вообще из каждой поездки привозил для себя материал для творчества. Итак, испанские впечатления. Высоты, густая синь чуть розовата, пустыня Гоби. Сверху ты, как жесткая ладонь арата, колючки чахлые в разброс бегут, бегут, щетинясь голо, седые, как пучки волос на старческой щите монгола. Толчок, земля, в пустыне я, где тишина столь первозданна, что голова гудит моя, как бубен старого шамана. Замолкнет в ней еще не скоро пульсирующий рев мотора. Я верный сын тайги и гор, и были мне видны в упор то бор, то горная излука, а здесь такая ширь, что взор раскованно летит в простор стрелою, пущенной из лука.
как стрела бы не летела, есть свой предел и у стрелы. Мой взор достиг того предела. Он тонет в дымке знойной мглы. Там хаос вижу я взвихренный, взрывную силу он таит. Там стать землею сотворенной пустыни Гоби предстоит. Что дразнит близким миражом она. Я вижу озеро, листву деревьев. Эх, искупаться бы, манит волна. Вода столь зрима, что она вот-вот в лицо отрадным холодком пахнет. Но вдруг, ступая прямо по волнам, выныривает конь из водной сини. На нем ездок трусит навстречу нам. Уходит вдаль тускнеющий мираж, сближается скакун и газик наш. Все явственнее видим седока, ременный повод на луку намотан. Вот спрыгивает всадник с рысака, приняв почтительную позу, ждет он. На расстоянии оклика монгол, таков обычай на землю сошел. Остановился газик рядом с ним, с аратом пожилым седоголовым. Он, следуя обычаям степным, приветствует меня сердечным словом. Степняк Арат, привыкший к вольной воле,